Здравствуйте, с вами журналист Олег Желнин, и мы совместно с региональной общественной организацией историков Якутии и телепрограммой СМИ, телепрограммой «Точка взаимодействия» запускаем новый новостной проект «Другие новости». Телепрограмма включает в себя различные видеосюжеты по различным направлениям и по событиям, которые происходят в нашей республике и в столице Якутии. – 2026 год объявлен в Российской Федерации годом единства народов России, а в Республике Саха-Якутия это год культуры. В столице Якутии по этому поводу состоялся первый республиканский культурный форум «Арктида. Новый цивилизационный код». В столице Якутии, на площадке исторического парка «Россия. Моя история» состоялся республиканский культурный форум «Арктида. Новый цивилизационный код». Но мы почему назвали форум наш «Арктида» этот цивилизационный код? Почему? Потому что мы подумали о том, что мы могли бы претендовать на цивилизацию циркумполярную. Так? А циркумполярная цивилизация – это научное название, а Арктида – это образ, это своеобразная метафора, это символ. Поэтому мы так и назвали, что это будет континент культурный Арктида. Я думаю, что деятели культуры внимательно прислушаются и начнут каждый думать в русле, как же конкретизировать эту философию, эту идею. Это мероприятие собрало деятелей культуры и искусства со всей республики. В ходе форума участники обменялись мнениями о роли культуры в современном обществе, освещая ее вклад в формирование национальной идентичности и сплочение многонационального народа России. Новый культурный код, который сегодня очень активно обсуждается, в том числе в рамках форума, это та база, на которой мы будем основываться в будущем. Потому что нет такой отрасли, системы, как культура, духовное развитие, которая объединяет всех россиян. Поэтому новый культурный код, это может даже в будущем стать большой национальной идеей объединения большой, многоликой нашей великой России. Ключевыми темами обсуждения стали формирование единого культурного пространства Арктида, развитие цифровой культуры, популяризация эпоса Аланхо с использованием технологий искусственного интеллекта, а также способы интеграции культурных инициатив в социально-экономического развития региона. Будет открываться Арктический центр эпоса искусств. Мы должны быть готовыми. В этом плане мы ищем новые именно подходы для того, чтобы раскрыть наш культурный код. Именно поэтому мы назвали именно Арктида новый цивилизационный код. Мы должны создавать здесь продукты, которые будут именно трендами, уникальными проектами развития мировой культуры. Программа форума включала ряд дискуссионных площадок и панельных сессий, посвященных таким направлениям, как кино, музыка, театрально-зрелищные и культурно-досуговые учреждения, работа с молодежью и волонтерство, музейное дело, система образования в сфере культуры, а также деятельность Арктического центра эпоса и искусств. Участники форума выступили с инициативой создания пространства Арктида, которое будет базироваться на богатом культурном и духовном наследии народов Севера, а также на успешном опыте развития якутских искусств в составе Российской Федерации. Поздравляем работников культуры, который прошел 25 марта. Поздравляем всех с праздником и почтим память работников культуры, которых с нами уже нет. И сообщаем в память о работниках культуры, ушедших от нас, Роберта Яновича Лавидаса, первого аниматора Якутии, и его матери, заслуженного работника культуры Якутии Галины Алексеевны Шелковниковой, объявляем сбор средств на установку нагробного памятника. К сожалению, у них нет ближайших родственников. Сбор средств будет производиться от реализации книги Галины Алексеевны Шелковниковой. Она любила свою родину, свою страну.
Она учила детей Якутии рисовать. Она заложила крепкий фундамент в развитии детского творчества в изобразительном искусстве Якутии. Благодаря ей был собран прекрасный фонд «Рисуют дети Якутии». Галина Александровна Шелковникова, отличник культуры СССР, заслуженный работник Министерства культуры Якутии, ветеран педагогического труда. Ее именем названа детская картинная галерея. Ушла из жизни 3 года назад. Ее сын Роберт Лабидес, режиссер-аниматор, член Союза кинематографистов России, ушел из жизни полгода назад. Близких родственников нет. Для подготовки и установки памятника матери и сыну предлагаем выкупить книгу Галины Шелковниковой «Землю Аланхо. Рисуют дети» за 600 рублей. Книга находится в магазине исторического парка «Россия. Моя история». Все вопросы по телефону 8 914 758 111 сообщением или на электронную почту okrup.tv@mailsobaka.ru. А теперь новости от нашего партнера. Исторического парка «Россия. Моя история». Исторический парк отметил День воссоединения Крыма. В историческом парке «Россия. Моя история» состоялось мероприятие, посвященное Дню воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Сотрудниками исторического парка для участников мероприятия была проведена бесплатная тематическая экскурсия «Крым. Россия. История». А затем состоялась лекция «Крымская весна», организованная Российским обществом знаний. В мероприятии приняли участие свыше 200 учащихся школ города Якутска, студентов СПО и вузов. Лектором выступил заместитель председателя Общественной палаты Якутии, ветеран боевых действий Валерий Алексеевич Лютый. Первые слова. Что такое Крымская весна? Оно считается это как символ волеизъявления народа, символ, который возврата к нашим историческим местам, землям. А мы помним свою историю. Вот хорошее такое место, исторический комплекс. Их название говорит само за себя. Россия – моя история. В зоне специальной военной операции выполняют свой долг бойцы якутского отряда «Ботур» Барс-2. Историю его создания и его героев можно увидеть на мультимедийной выставке исторического парка «Россия. Моя история». В историческом парке «Россия. Моя история» организовали документально-мемориальный проект, посвященный боевому пути и подвигу добровольческого отряда «Барс-2 Ботур». Эта мультимедийная выставка еще задумана была в 2025 году, так как накопилось уже очень много материала. Весь год, 25-й год, готовились к этой выставке, собирали материалы. Эта выставка будет пополняться. Для меня вот самое дорогое – это ребята, которые убывают в зону СВО, это их шевроны. Тут 36 отрядов на сегодняшний день убыло в зону СВО. Они это все оставляют на память, как доказательство того, что вот они убыли в зону СВО защищать нашу Родину. За службу Родине якутский батальон единственный получил боевое знамя от Министерства обороны России и собственное почетное название, удостоен ордена за доблесть 2-й степени. Более 1200 бойцов отряда добровольно подписали контракт. Боевые награды получили более 450 бойцов. Более 300 добровольцев получили ранения различной степени тяжести. 35 бойцов погибли, исполняя свой долг перед Родиной. Наши ребята совершают героизм, это факт. Это все знают. Когда трудно, якуты нужны там, да? Мы гордимся ребятами. Конечно, хотим, чтобы наши ребята вернулись живыми и невредимыми. Закон войны такой, что, к сожалению, не всегда это получается. Поэтому вот такие выставки и память тех ребят, которые погибли, сегодня вот этой выставкой четко видно. Да? Именно вот такой метод, такой формат, наверное, лучше дойдет до наших детей, и они поймут, что такое защита Родины. Это же не просто на словах, а вот именно на тех фактах, на правдах, которые здесь размещено сегодня.
Экспозиция разделена на 3 тематических раздела: история формирования отряда, направление боевой работы и командиры батальона. Здесь представлены личное обмундирование и экипировка бойцов отряда, трофейное вооружение и предметы, захваченные у противника. Особое место в организации выставки занял санинструктор отряда Евгений Илларионов. Он лично курировал создание раздела, посвященного тактической медицине, чтобы показать работу медиков на линии огня. Мои внуки учатся в школе. Про это вообще я не знаю. Такие уроки они там не проводят. Поэтому я думаю, что надо взяться за это. Надо уроки мужества вот здесь надо проводить во всех школах. Для нашей молодежи это очень нужно. Мультимедийная выставка «Барс-2. Ботур» несет важную миссию – сохранить правду о героизме якутских добровольцев. Думаю, вам будет интересно, что приготовил для вас исторический парк «Россия. Моя история» в городе Якутске. Меня зовут Габыш Файсен, и я расскажу вам о том, что исторический парк может вам предложить. В первую очередь, это крупные мультимедийные выставки, такие как Романовы. Данная выставка охватывает 300 лет истории нашей страны, которые удобно упакованы в сенсорные тач-панели, мафы, различные карты, интерактивные столы и так далее. Помимо всего прочего, в каждом зале данной выставки расположены уголки, посвященные истории нашего родного края, истории Якутии. Выставка «От великих потрясений к великой победе». Экспозиция охватывает исторический этап от начала Первой мировой войны до окончания Второй мировой войны. Особенность данной выставки заключается в том, что она вобрала в себя огромное количество архивных документов. Региональный компонент данной выставки также был создан при помощи ученых-историков Якутии. Федеральная выставка «Знания героя». Если экспозиции, которые мы рассмотрели ранее, были обращены в прошлое, то данная выставка нам рассказывает о событиях, которые происходят сегодня. Через призму историй 33 участников специальной военной операции, которые были обрамлены в графические новеллы. Исторический парк «Россия. Моя история» предлагает следующие услуги. Экскурсии для организованных групп, индивидуальные экскурсии для вас и вашей семьи, тематические экскурсии, обзорные экскурсии. Каждый посетитель сможет найти для себя что-то свое. Также мы принимаем заявки на музейные уроки. Это формат внеклассного занятия, включающего в себя тематическую экскурсию и закрепляющую викторину в формате «Своя игра». А с 31 марта по 4 апреля мы запускаем каникулярную программу. Подробности в нашем канале в Максе, а также в группе ВКонтакте. Приходите в исторический парк «Россия. Моя история». Мы ждем вас. С вами была телепрограмма «Другие новости». Смотрите нас каждый четверг и воскресенье. В четверг в обед в 13:15 и в воскресенье вечером в 19:40. До скорой встречи. С вами был журналист Олег Желнин.